За четверть века в Абхазии подросло новое поколение ученых естественно-научного и гуманитарного направлений. Молодые специалисты получают знания и в то же время бесценный опыт научных школ в сфере экологии, гидрофизики, ботаники, сельского хозяйства и других. Молодежь – это будущее страны, и поэтому юбилейные мероприятия открылись в научной конференции аспирантов и молодых специалистов. Для этого события подрастающим поколением ученых были подготовлены доклады на различные темы. Например, целью работы младшего научного сотрудника Института экологии, отдела водных ресурсов и динамики береговых процессов Аиды Углава стало выяснение причины частичной гибели водорослей и ладеи в Новоафонском пруду. В результате анализа проб воды выдвинута гипотеза, что влияние на растения оказывает антропогенный фактор. Исследования продолжаются. Мы провели исследование и выбрали 7 точек отбора проб. Вообще, в целом, водоем испытывает кислородное перенасыщение, но мы предположили, что поступает большое количество моющих веществ в реку и, естественно, в пруды, которые пагубно влияют именно на эту водоросль. Поэтому она гибнет. А есть участок, один из прудов, в котором она очень хорошо развивается, и водоток к этому пруду поступает из центрального пруда, и водоток слабый, поэтому там она себя чувствует хорошо, а в остальных местах... Работа Лолиты Хинтуба посвящена роли влажности формирования осадков в различных климатических зонах Кавказа. В своем докладе молодой специалист рассказала о наблюдениях и исследованиях. С конца 90-х годов более половины растительных ландшафтов мира испытывали растущий дефицит влаги, то есть пересыхание. Далее график номер 3 и таблицы номер 3 и 4. Из данных таблиц следует, что с 2000-х годов идет понижение среднегодовой относительной влажности синхронно по городам Кавказа. Из таблицы номер 4 это сокращение средних десятилетних значений влажности по сравнению с предыдущим десятилетием. Из данной таблицы следует, что наибольшее отклонение от 7 до 9% наблюдается по городам именно Северного Кавказа. В исследованиях молодежь активно применяет усовершенствованные технологии, которые помогают более подробно изучить ту или иную сферу. Своими открытиями младшее поколение делится с именитыми учеными, которые направляют и помогают им в дальнейшем. В системе ИАНа большое внимание уделяется кадрам. За 25 лет в академии изменилось многое, но вопрос подготовки кандидатов и докторов наук один из самых важных. Вам известно, что в системе ИАНа мы уделяем, я бы сказал, особое внимание подготовке кадров. Конечно же, будем только наращивать темпы в этом жизненно важном для Академии наук, для страны вопросе. Будем искать другие оптимальные формы и подходы. И здесь я с удовольствием приму ваши предложения. И это для нас очень важно. В рамках научной конференции говорили на разные темы – о климате, о ветрах, о химии воды. Руководители задавали вопросы, рождались споры и обсуждения. Выросли, если старшее поколение – это прошлое и настоящее академии, то вы – настоящее и будущее академии. Поэтому между нами есть какая-то логическая связка. Где-то мы вас направляем, когда вы делаете первые шаги в науке, но дальше вы пойдете уже сами. И я думаю, тот задор, который у вас был, та решимость, когда вы пошли на этот сложный путь, он сохранится на долгие годы, и будущее нашей академии уже гарантировано тем, что вы у нас есть. Благодаря руководству Академии, значит, мы имеем сейчас и аспирантов, и соискателей в достаточном количестве на отделение физико-математических. Недостаточно, но, по крайней мере, 2 аспиранта и 3 соискателя имеется. 5 человек, если мы 5 кандидатов наук хотя бы подготовим. И еще у нас перспектива есть подготовить 2 докторов наук в ближайшие
2, максимум 3 года, 2 докторов наук. Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию Академии наук Абхазии, будут проходить со 2 по 5 ноября. По случаю этого события в республику прибыло десятки гостей, которые уже 3 числа ознакомятся с работой научных учреждений. Анна Гугусова, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.